1997 года на 53-м году жизни, находясь в командировке в городе Москве, скоропостижно от остановки сердца скончался председатель правительства Республики Алтай и член Совета Федерации России Валерий Иванович Чаптынов. Для организации похорон организована правительственная комиссия под руководством главы республики Владилена Владимировича Волкова. В Москву вылетели члены комиссии: Мездилов Михаил Захарович, первый заместитель председателя правительства, Переверзев Сергей Александрович, министр здравоохранения, и Белеков Иван Итулович, председатель комитета по Семипалатинской программе. Заключение государственной медицинской экспертизы и дата похорон покойного будут сообщены дополнительно и опубликованы в печати. Государственное собрание Эл-Курултай и правительство Республики Алтай выражают искреннее соболезнования родным и близким, всему населению Республики Алтай. Валерий Иванович Чаптынов родился 11 июня 1945 года в селе Верхопшуихта Шабалинского района Горно-Алтайской автономной области. Вся его трудовая жизнь связана с Горным Алтаем. Начинал ее после окончания в 1967 году Алтайского сельскохозяйственного института, где получил специальность ученого-зоотехника, директором межрайонной государственной племенной станции в Усть-Купсинском районе. Через 2 года он избирается секретарем, затем заместителем председателя исполкома Усть-Купсинского районного совета депутатов трудящихся. Еще через 2 года он, признанный лидер молодежи, избирается секретарем, затем и первым секретарем Горно-Алтайского областного комитета комсомола. В 1978 году Валерий Иванович Чаптынов с отличием закончил Академию общественных наук при ЦК КПСС в Москве. После Академии вновь работает в районе, первым секретарем Кушагальского райкома КПСС. 5 лет работы в высокогорном районе укрепили его авторитет не только среди жителей района, но и области. В 1983 году Валерий Иванович избирается секретарем, а через год вторым секретарем Горно-Алтайского обкома КПСС. С 1988 года он председатель исполкома Горно-Алтайского областного совета народных депутатов. В марте 1990 года Валерий Иванович Чаптынов избирается первым секретарем Горно-Алтайского областного комитета КПСС и одновременно председателем Совета народных депутатов Горно-Алтайской автономной области. Как высшее должностное лицо он становится выразителем интересов многонационального народа автономной области, выступает за повышение его государственного статуса. В феврале 1992 года Чаптынов избирается председателем Верховного Совета Республики Алтай. Ровно через 2 года он избирается председателем Государственного собрания Эл-Курултай. Чаптынов – первый глава Республики Алтай. Эту должность занимал до начала этого года, когда он возглавил правительство Республики Алтай. Валерий Иванович Чаптынов много раз избирался депутатом районного, областного совета, парламента Республики Алтай и Российской Федерации. В 1990 году он всенародным голосованием избирается депутатом Верховного Совета РСФСР, а в 1993 году депутатом Совета Федерации Российской Федерации. В последнее время был депутатом Государственного собрания Эл-Курултай Республики Алтай и членом Совета Федерации Российской Федерации. За многолетний добросовестный труд Валерий Иванович Чаптынов награжден орденами «Знак почета», Трудового Красного Знамени, Дружбы, а также святого благоверного князя Даниила Московского и многими медалями. Валерий Иванович был любим в народе. С его именем связано становление государственности нашей республики. Мы будем помнить его как искреннего интернационалиста, человека сострадательного к людям и остроумного. Со временем придет более полное понимание того, как много он сделал для развития республики, мира и благополучия ее народа. Приносим глубокое сочувствие его родным и близким, всем, кто знал этого замечательного человека и государственного деятеля. Государственное собрание Эл-Курултай,
Правительство Республики Алтай. 10 августа на 53-м году жизни, находясь в служебной командировке в городе Москве, безвременно скончался председатель правительства Республики Алтай и член Совета Федерации Российской Федерации Валерий Иванович Чаптынов. В адрес Государственного собрания Ел-Курултай, правительства Республики Алтай, родным и близким и всего народа Республики Алтай поступила телеграмма с соболезнованием от президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. С большой горечью узнал о безвременной кончине председателя правительства Республики Алтай Валерия Ивановича Чаптынова. Преданность делу укрепления Российского федеративного государства Республики Алтай, повседневная забота о людях, их нуждах и чаяниях, исключительное трудолюбие и оптимизм отличали этого государственного руководителя и человека большой души. Всем нам будет очень не хватать Валерия Ивановича. Прошу передать самые искренние соболезнования народу республики, родным и близким покойного. Президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин. Также поступила телеграмма от председателя правительства Российской Федерации Виктора Степановича Черномырдина. От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю всему народу Республики Алтай искренние соболезнования в связи с безвременной кончиной председателя правительства Республики Алтай Валерия Ивановича Чаптынова. Вся трудовая деятельность Валерия Ивановича была неразрывно связана с Республикой Алтай. Он прошел большой путь от зоотехника до руководителя суверенной республики в составе Российской Федерации. На каком бы посту он ни находился, все его знания, большой практический опыт были направлены на дальнейшее социально-экономическое развитие Республики Алтай, на улучшение жизни ее народа. При его непосредственном участии Горно-Алтайская автономная область была преобразована в Республику Алтай. Принята Конституция Республики. Его отличали знание дела, скромность, отзывчивость и беззаветная преданность народу, которому он служил. Светлая память о Валерии Ивановиче Чаптынове навсегда сохранится в наших сердцах. Передаем глубокое сочувствие родным и близким Валерия Ивановича Чаптынова в связи с его кончиной. Председатель правительства Российской Федерации Виктор Степанович Черномырдин. Поступила также телеграмма от председателя Совета Федерации Егора Строева. От имени Совета Федерации и от себя лично выражаю Государственному собранию Ел-Курултай, правительству Республики Алтай соболезнования в связи со скоропостижной смертью Валерия Ивановича Чаптынова, члена Совета Федерации, председателя правительства Республики Алтай. Мы знали Валерия Ивановича как мудрого человека, чья трудовая и политическая биография тесно связана с Республикой Алтай, у истоков образования которого он стоял. Плодотворная деятельность в Совете Федерации снискала ему уважение и авторитет среди коллег. Валерия Ивановича отличали высокая образованность и культура, исключительная порядочность, чувство гражданского долга, заботливое и уважительное отношение к людям. Все свои силы и знания Валерий Иванович отдал становлению Республики Алтай, укреплению Российской Федерации. Мы скорбим по случаю тяжелой утраты, просим передать наши соболезнования родным и близким. Председатель Совета Федерации Егор Строев. Также поступили телеграммы от президента Татарстана Ментимира Шаймиева, председателя Верховного Совета Республики Хакасия Штыгашева, глава администрации Кемеровской области Амана Тулеева, председателя парламента Республики Северная Осетия Алания Паринова, от председателя комитета по делам Федерации, Федеративному договору и региональной политике Сычева, премьер-министра Республики Адыгея Тхаркахова, от командования Сибирского военного округа и Алтайского пограничного отряда. А теперь передаем медицинское заключение о смерти Валерия Ивановича Чаптынова, председателя правительства Республики Алтай. Врачебное свидетельство номер 327, выданное Центральной клинической больницей медицинского центра от 11 августа 1997 года. Смерть Валерия Ивановича Чаптынова произошла от заболевания сердечно-сосудистой системы. При вскрытии судмедэкспертом Ермоленко установлена непосредственная причина смерти Валерия Ивановича Чаптынова. Острая сердечно-сосудистая недостаточность, атеросклеротический коронарный кардиосклероз, ишемическая болезнь сердца.
Врачебное свидетельство подписано судмедэкспертом Ермоленко. А сегодня состоялось заседание правительственной комиссии по похоронам Валерия Ивановича Чептунова и издан указ главы республики Владилена Владимировича Волкова. Объявить 14 августа 1997 года День похорон Чептунова Валерия Ивановича, председателя правительства Республики Алтай, члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, днем траура в Республике Алтай. В течение всего дня в учреждениях культуры, на республиканском телевидении и радио отменяются все развлекательные мероприятия и передачи. Государственные флаги Российской Федерации и Республики Алтай День траура приспускается на всей территории Республики Алтай. Республика Алтай постигла большое горе. Может, мы сегодня не осознаем полностью, кого мы потеряли. Даже сегодня идут слухи разные, стараются смерть Валерия Ивановича связать с чем-то другим. У Валерия Ивановича остановилось сердце во время служебной работы в Москве. Я хотел бы от имени Союза писателей, своих коллег, лично себя, выразить свое глубокое соболезнование всем гражданам республики, алтайскому народу. Он был выдающимся человеком, яркой, лучезарной личностью. Но ведь в наше трудное время все вину можно свалить хоть на кого угодно. Того же Ельцина, того же Черномырдина. А уж Валерий Иванович говорит, как будто он был в наших трудностях виноват. Нет, товарищи, господа, он все делал, что маленькая республика Алтай росла, процветала. Был здесь мир и дружба, покой, и люди были счастливы. Но алтарь свое отечество, своей малой родины, свое благополучие, он отдал свое сердце. А сердце у него было доброе. Он любил людей, любил всех вас. Хотел всем вовремя зарплат, что платили. Дети были устроены, старики были обхожены. Но вы сами знаете, трагический период переживает не только Республика Алтай, но вся Россия. Трудные годы. И поэтому эти годы обвинить кого-то очень легко. А вот любить его, помочь у нас не хватает силы или желания. Тем не менее, я думаю, большинство жителей Республики Алтай, русские, алтайцы, казахи, все добрые люди, в чьих сердцах не поселилась еще злоба. Кто может понимать, то разделит со мной это великое горе. Таких людей бывает редко. Я не скажу, что почти не бывает, но в данный момент Валерий Иванович был на своем посту и умер на своем посту. Это и великий почет. То последнее издыхание работал ради своей республики. Алтай, горы Алтая, люди мы, живущие здесь, друг друга хорошо знаем. Нас всего 200 тысяч. Поэтому я надеюсь, что еще мы много-много раз сожалеем о таком быстром уходе жизни этого талантливого руководителя, доброго и честного человека. Я думаю, все, что наносное унесет ветер времени, останется. Алмазы наших душ, наши сердца
котором будет отражаться образ Валерия Ивановича Чаптынова. Глубоко опечален этим событием. Я думаю, не один. Но мы не будем останавливаться от своей пути и, несомненно, глубже поймем суть этого человека. Смерть – это очищение. Очищение. И хотел бы я своих земляков, друзей, близких, всех, кто знает, поверить, что все, что он делал, только ради своей республики, ради блага его народа. Валерий Иванович Чаптынов родился 11 июня 1945 года в селе Верхопшуйхта Шабалинского района Горно-Алтайской автономной области. Вся его трудовая жизнь связана с Горным Алтаем. Начинал ее после окончания в 1967 году Алтайского сельскохозяйственного института, где получил специальность ученого-зоотехника, директором межрайонной государственной племенной станции в Усть-Коксинском районе. Через 2 года избирается секретарем, затем заместителем председателя исполкома Усть-Коксинского районного совета депутатов трудящихся. Еще через 2 года он, признанный лидер молодежи, избирается секретарем, затем и первым секретарем Горно-Алтайского областного комитета комсомола. В 1978 году Валерий Иванович Чаптынов с отличием закончил Академию общественных наук при ЦК КПСС в Москве. После академии он вновь работает в районе, первым секретарем Кушагайского райкома КПСС. 5 лет работы в высокогорном районе укрепили его авторитет не только среди жителей района, но и области. В 1983 году Чаптынов избирается секретарем, а через год вторым секретарем Горно-Алтайского обкома КПСС. С 1988 года он председатель исполкома Горно-Алтайского областного совета народных депутатов. В марте 1990 года Валерий Иванович избирается первым секретарем Горно-Алтайского областного комитета КПСС и одновременно председателем Совета народных депутатов Горно-Алтайской автономной области. Как высшее должностное лицо, он становится выразителем интересов многонационального народа автономной области, выступает за повышение его государственного статуса. В феврале 1992 года Валерий Иванович Чаптынов избирается председателем Верховного Совета Республики Алтай. Ровно через 2 года он избирается председателем Государственного собрания Эл-Курултай. Валерий Иванович Чаптынов – первый глава Республики Алтай. Эту должность занимал до начала этого года, когда он возглавил правительство Республики Алтай. Чаптынов много раз избирался депутатом районного, областного совета, парламента Республики Алтай и Российской Федерации. В 1990 году он всенародным голосованием избирается депутатом Верховного Совета РСФСР, а в 1993 году депутатом Совета Федерации Российской Федерации. В последнее время был депутатом Государственного собрания Эл-Курултай Республики Алтай и членом Совета Федерации. За многолетний добросовестный труд Валерий Иванович Чаптынов награжден орденами «Знак почета», «Трудового красного знамени», «Дружбы», а также святого благоверного князя Даниила Московского и многими медалями. Валерий Иванович был любим в народе. С его именем связано становление государственности нашей республики. Мы будем помнить его как искреннего интернационалиста, человека сострадательного к людям и остроумного. Со временем придет более полное понимание и того, как много он сделал для развития республики, мира и благополучия ее народа. Приносим глубокое сочувствие родным и близким, всем, кто знал этого замечательного человека и государственного деятеля. Государственное собрание Эл-Курултай, правительство Республики Алтай.
Пришел на заседание Большого совета председатель правительства Республики Алтай Валерий Иванович Щептынов. Всем участникам совета была предложена программа развития топливно-энергетического комплекса Республики Алтай. Всем понятно, а нам прошлой зимой стало особо ощутимо, что значит нехватка электроэнергии, отключение ее по дням и ночам. Но в своем выступлении Валерий Щептынов не просил других решать проблему, он предлагал решение. Уважаемый Борис Ефимович, уважаемые коллеги, уважаемые приглашенные гости, в отличие от предыдущих ораторов, мое выступление будет коротким и в то же время больше, так сказать, обращенный, так сказать, к своим коллегам, чтобы они рассмотрели проект наших, не проект, а программу энергетическую, топливно-энергетическую программу Республики Алтай и поддержали. Обладая уникальными природными гидроресурсами, промышленными запасами цветных и благородных металлов, благоприятными условиями для развития сельского хозяйства и туризма, а также запасами деловой древесины, лекарственно-технического сырья, республика не может приступить к их использованию из-за отсутствия топливно-энергетической базы средств на ее развитие. Особенно тяжелое положение сложилось после резкого возрастания транспортных тарифов и цен на топливно-энергетические ресурсы. Деятельность многих предприятий стала нерентабельной, и они вынуждены останавливать работу. На территории республики построен целый ряд объектов металлургической и горнодобывающей промышленности, линии электропередач, проведены поисково-оценочные геологоразведочные работы на ряде месторождений цветных металлов. Поэтому, исходя из этого, создание собственной топливно-энергетической базы позволит республике самостоятельно решать проблемы развития промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры и вместе с тем позволит решать сложнейший вопрос о том, что из дотационной республика может перейти в разряд бездотационной обеспечения своими, значит, ресурсами. Государственной экспертной комиссии Минэкономики Российской Федерации, Минприроды Российской Федерации, Госкомитета по вопросам архитектуры и строительства Российской Федерации. Это основной источник электроснабжения республики, соответствующий потребностям ее комплексного социально-экономического развития. Намеченное сооружение ГЭС имеет установленную мощность 140 мегаватт, среднемноголетнюю выработку электроэнергии 850 миллионов киловатт-час электроэнергии. Предназначен для покрытия потребностей в электроэнергии Республики Алтай на уровне 2005 и 2010 годов, а также для передачи в соседние регионы Алтайского края. Для выработки электроэнергии Алтайская ГЭС использует подпор реки, распространяющийся в узком скальном ущелье на протяжении 20 километров. По сравнению с ранее проектировавшейся Катунской ГЭС с установленной мощностью 1600 мегаватт, ежегодной выработкой 5,8 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, водохранилищем сезонного регулирования объемом 6 кубических километров и площадью 87 квадратных километров, Малая Алтайская ГЭС имеет 15 раз меньшие параметры и ориентирована на нужды нашей республики. Малая ГЭС не регулирует речной сток, работая на бытовом стоке, что исключает ее воздействие на природную среду соседних территорий. Проект Малой ГЭС, ранее именовавший Катунский, рассмотрен в 95-м Государственной экспертной комиссии Республики Алтай с участием представителей общественности. Экспертная комиссия подтвердила целесообразность строительства Малой Алтайской ГЭС, оценила воздействие ее на окружающую среду как незначительное, не выходящее за пределы территории Республики Алтай, и рекомендовала Государственному собранию Курултай и правительству Республики Алтай разрешить строительство Малой Алтайской ГЭС в выбранном створе. В соответствии с этим документом было подписано соглашение недавно между Республикой Алтай и Алтайским краем о том, что Алтайский край поддерживает и при поддержке присутствия первого заместителя председателя Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды Порядина, в котором, значит, поддержана идея строительства этого объекта. В связи с этим мы представили Сибирскому соглашению впервые нашу программу
развития топливно-энергетической программы. И я обращаюсь к вам, уважаемые коллеги, к вам, Борис Ефимович, чтобы вы поддержали, одобрили эту программу. И вопросы привлечения инвестиций мы уже прорабатываем с зарубежными, так сказать, компаниями. И, значит, работа находится, совместная работа и в Министерстве экономики, и в Министерстве топлива и энергетики Российской Федерации. Спасибо за внимание. На прощальном мероприятии присутствовали более 200 москвичей, представителей администрации президента, вице-премьер правительства России Рамазан Абдулатипов, министры, руководители государственных комитетов, департаментов столицы. К собравшимся с речью о жизни и деятельности Валерия Ивановича обратились Гнездилов Михаил Захарович, первый заместитель председателя правительства Республики Алтай, Никитов Владимир Аполлонович, руководитель аппарата правительства, Парфенов Виталий Федосеевич, советник аппарата правительства, Коренев Николай Георгиевич, замначальника департамента правительства, Бублий Станислав Анатольевич, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, и Спиридонов Юрий Алексеевич, глава Республики Коми. Также на митинге присутствовали Тяжельников Евгений Михайлович, бывший секретарь ЦК ВЛКСМ, Андрончик Александр Иванович, представитель комитета по северным районам России, а также сотрудники представительств республик, краев и областей при президенте России. Работники представительства Республики Алтай в Москве подготовили и провели всю необходимую работу для прощения москвичей, всех тех, кто знал и работал с Валерием Ивановичем. Сегодня в адрес Эл-Курултая правительства Республики Алтай, родственников и близких продолжают поступать многочисленные телеграммы. Поступила телеграмма от премьер-министра Республики Кыргызстан Апаса Джумагулова. От имени правительства Кыргызской Республики и от меня лично примите искренние соболезнования в связи с кончиной главы Республики Алтай Чаптынова Валерия Ивановича. Мы потеряли в его лице великого друга, на деле способствующего братскому сближению наших народов, выдающегося руководителя Республики Алтай. Прошу вас передать мои слова глубокого сочувствия и поддержки семье, родственникам и коллегам покойного. Премьер-министр Апас Джумагулов. Поступила телеграмма от заместителя председателя правительства Российской Федерации Рамазана Абдулатипова. Дорогие алтайцы, родные, близкие и друзья Валерия Ивановича Чаптынова, разрешите принести всем вам самые глубокие соболезнования по поводу безвременной кончины выдающегося сына Алтая, а значит и России в целом, Валерия Ивановича Чаптынова. Его талант видного государственного деятеля, обаятельного человека, доброго и верного друга стал достоянием республики и лично для многих из нас. Трудно сегодня представить, что нет среди нас этого красивого и мудрого человека. Он воплощал в своем облике уникальную национальную самобытность и великую любовь к России. Мы, друзья и соратники, будем всегда помнить его добрую улыбку и теплое рукопожатие. Сегодня мы скорбим от утраты, но такие люди, как Валерий Иванович, оставляют нам великое наследство. Дружба народов, дружбу людей, беззаветное служение своему народу, нашему Отечеству. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Рамазан Абдулатипов. Поступила телеграмма от председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Геннадия Селезнева. С глубоким прискорбием воспринял весть о безвременной кончине председателя правительства Республики Алтай Валерия Ивановича Чаптынова. Выражаю искренние соболезнования родным и близким покойного председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Геннадий Селезнев. Также поступили многочисленные телеграммы от глав и руководителей регионов, от главы администрации Ульяновской области Юрия Горячева, глава администрации Новосибирской области Мухи, губернатора Курганской области Богомолова, секретариата Союза писателей России, Министерства культуры Российской Федерации, Госком Севера России, Министерства образования России, главы администрации Рязанской области, главы администрации Белгородской области Савченко, президента Республики Башкортостан Рахимова, председателя Госсовета Республики Дагестан Магомедова,
президента Чувашской республики Федорова, председателя Законодательного собрания города Санкт-Петербурга Кравцова, президента республики Марии Эл Кислицына. Также поступили телеграммы от Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», председателя правительства Карачаево-Черкесской республики, президента Республики Бурятия Потапова, общественного политического движения «Наш дом Россия», администрации Красноярского края, командования Сибирского военного округа, президента Республики Тыва Оржака, главы Республики Коми Спиридонова, председателя правительства Удмуртской республики Вершинина. Также вот только что поступила телеграмма от правительства Чеченской республики Ичкерия. Для участия в похоронах Валерия Ивановича Чаптынова прибывают многочисленные делегации. В их числе Шаповалов Сергей Алексеевич, первый заместитель начальника управления администрации президента Российской Федерации, Симаков Сергей Николаевич, начальник управления Совета Федерации, а также делегации Москвы, Санкт-Петербурга, республик Саха-Якутия, Тыва, Хакасия, Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Томской и Омской областей, военных округов и научных центров, общественных движений и организаций и многочисленные другие делегации. Сегодня гроб с телом покойного доставлен в Горно-Алтайск. Похороны состоятся 14 августа. В городском доме культуры в четверг, то есть завтра, для прощания с Валерием Ивановичем Чаптыновым будет открыт доступ с 11 до 13 часов 30 минут. Известие о смерти Валерия Ивановича Чаптынова было для меня просто шоком. Сознание отказывалось верить, честно говоря, до сих пор я не верю, что этого человека больше нет с нами. Смерть настигла его в Москве в тот момент, когда он делал дело, решал проблемы республики. То есть самый активный период его жизни. Многие говорят, но мало делают. Валерий Иванович, он меньше всего говорил и больше всего старался делать для республики. Решал ее проблемы до самого последнего вздоха. Мне кажется, если у него была возможность о чем-то подумать перед смертью, то он подумал, наверное, не о том, что жизнь его кончается, а о том, что он не успел сделать то, что он начал. Диагноз, причина смерти – острая сердечная недостаточность. Я отказываюсь верить, понимаю всю нелепость этого диагноза. Как может быть острая сердечная недостаточность у этого добросердечного человека, который всего себя, все свое сердце отдавал алтайскому народу, республике Алтай, всем, кто здесь живет. Этот диагноз я бы скорее поставил тем, кто в последнее время огульно обвинял Валерия Ивановича во всех грехах смертных. Я знаю, что Валерий Иванович переживал эти обвинения, но ему некогда было реагировать на них. Он был занят делом. Ну, Бог судья тем, кто этим занимался. Я знаю, что он переживал от этого. И думаю, что не последнюю роль сыграли эти огульные обвинения в летальном исходе Валерия Ивановича. Есть одно выражение: лицом к лицу лица не увидать, большой видится на расстоянии. Я думаю, что роль Валерия Ивановича в истории алтайского народа, в истории Горного Алтая будет более яркой и значительной с течением времени, с течением лет. Пользуясь случаем, я хочу выразить искренние соболезнования родным, близким Валерия Ивановича Чаптынова, осиротевшему алтайскому народу, всем жителям Республики Алтай. Но люди, которые работали с Валерием Ивановичем Чаптыновым, они продолжат его дело. Дела начаты им, заканчивать их будут другие, но я уверяю вас, есть кому заканчивать эти дела. Уважаемые сограждане Республики Алтай, 10 августа перестало биться сердце одного из замечательных сыновей Республики Алтай, Чаптынова Валерия Ивановича. Его жизненный путь был всегда на виду у нашего народа. Будь то работа зоотехником,
или в комсомоле, или на партийной и советской работе. Его коммуникабельность, его общительность, его преданность делу, которому он служил, снискали уважение во всех структурах государственной власти Российской Федерации, а также и среди его коллег. Его энергия и мудрость руководителя не позволили внести какой-либо раскол в межнациональные отношения среди населения нашей республики. Благодаря ему мы не были вовлечены в распри, которые характерны для некоторых регионов нашей Российской Федерации. Работники Министерства труда и социального развития, как и большинство граждан нашей республики, с болью и состраданием восприняли кончину Валерия Ивановича Чептынова. И мы считаем, что то дело, которое он начал, необходимо продолжить и умножить. Потеря Валерия Ивановича Чептынова, она безвозвратна. Министерство труда и социального развития и лично я приношу искреннее соболезнование родным и близким уважаемого Валерия Ивановича. Уважаемые земляки, 10 августа народ Республики Алтай понес невосполнимую тяжелую утрату и ушел из жизни председатель правительства Республики Алтай Чептынов Валерий Иванович. Это был талантливый руководитель, великолепный организатор. В своей работе Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Алтай всегда находило понимание с его стороны по всем вопросам ликвидации последствий стихийных бедствий, организации гражданской обороны республики. В адрес Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Алтай поступили соболезнования от министра Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-лейтенанта Шойгу Сергея Кужугетовича. Также поступили телеграммы от командования Западно-Сибирского регионального центра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, лично от генерал-майора Романенко. Также поступили соболезнования от руководителей главных управлений по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Новосибирской области, Кемеровской области, Алтайского края, Томской области. Это горе разделяют все военнослужащие, служащие нашего Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Алтай. Мы выражаем глубокое и искреннее соболезнование семье покойного. От имени воинов военных комиссариатов Республики Алтай выражаю соболезнования родным и близким Валерия Ивановича. Мы понесли действительно большую утрату. Валерий Иванович всегда уделял должное внимание вопросам призывной работы, в целом жизни и деятельности военных комиссариатов республики. Благодаря Валерию Ивановичу мы чувствовали и поддержку, и какие-то стабильные отношения и с главами администраций, и в том числе и между Республикой Алтай и командованием Сибирским военным округом всегда были деловые, хорошие, добрые отношения. Именно личное участие Валерия Ивановича в решении всех этих вопросов помогало нам. И вы знаете, что в наше нелегкое время проводить мероприятия военные и проводить призыв без поддержки правительства, это было просто невозможно. И можно сказать, что эти вопросы решались благодаря личному участию Валерия Ивановича. В эти дни на территории Сибирского военного округа проводятся большие военные мероприятия, в которых принимают участие
которых принимает участие министр обороны Российской Федерации. На них был приглашен и Валерий Иванович. Узнав о том, что случилось, командующий войсками округа направил делегацию Сибирского военного округа, чтобы прибыли сюда и приняли участие в похоронах. Командующий просил передать от имени военного совета слова благодарности за те дела, которые совместно с командованием правительства с Валерием Ивановичем претворяли в жизнь, и слова скорби от имени воинов Сибирского военного округа. Он стал высокоинтеллигентным человеком, весьма эрудированным, очень опытным политиком. Он также оставался доступным для людей любого, так сказать, сословия, если можно по-нынешнему выразиться. И еще у него была одна замечательная черта. Он для русских был русским, для алтайцев алтайцем, для казахов казахом. Наверное, для других народностей он был же также близким человеком. И вот это вот очень серьезное, я бы сказал, политическое связующее звено помогало нам, объединяло нас. И, собственно, вот вело к тому, что мы и привело к тому, что мы жили дружно и мирно все эти годы. Мне так хотелось бы сегодня пожелать тому, кто заступит после Валерия Ивановича вот этот огромный политический опыт, брал бы на вооружение себе. Вот это вот, я бы сказал, одна деталь. И вторая. В каждом новом деле или каждому новому делу по существу присущи ошибки. Знаете, ракета не сразу полетела. И те, кто запускал ее, они ведь не аплодисменты получали. Поэтому Валерий Иванович, решая многие вопросы последнего времени, многое сделал для развития нашей республики. Я бы так сказал. Основоположником в организации или в устройстве новой государственности в Горном Алтае, государственности нового формата, является Валерий Иванович. И вот, когда те ошибки, они, может быть, были серьезными, может быть, немалыми, может быть, малыми, отсеется, как плевела от зерен. И когда мы, люди, почему-то склонны часто думать о каких-то сплетнях, возводить их в ранг, даже злобствовать, и вот когда, еще раз повторяю, отсеются эти плевела от зерен, то среди зерен этих будет одно очень яркое, очень значительное. Это будет личность Валерия Ивановича Чептынова. Сегодня, в эти траурные, трагические дни, вспоминая о нем, я думаю, что он очень много сделал за свою короткую жизнь. Он воплотил свою мечту. У нас есть республика, и все начатки, которые на сегодня имеются у нас, они достигнуты благодаря его уму, его интеллекту, его таланту политического деятеля. И от имени алтайских женщин, от имени его сверстников, где-то мы люди одного поколения, я бы с глубоким сожалением еще раз хотела сказать, что это был обаятельнейший среди людей, искрометный весельчак, которого нам очень-очень долго не будет доставать в нашей жизни. Я бы сказал, это был целеустремленный, порою в чем-то довольно жесткий
человек, когда это казалось именно вот каких-то принципиальных вещей, и в то же время у него в характере все это сочеталось с какой-то детской непосредственностью. То есть чисто, может быть, в житейских ситуациях он в другой раз казался как будто, иногда даже растерянным бывал, что спросят, бывали случаи, что Саша, а вот здесь вот как ты считаешь, что? Ну советовать сложно, конечно. Ну, что вот откровенно думал, то и говорил. Вот поэтому я считаю, что это был душевный, в общем, человек. По крайней мере, мне вот по духу он близок. Вот это вот утрата для республики, это огромная утрата. И здесь вот даже слов подходящих по этому поводу, меня просто это как-то вот ударило, как говорят, как обухом. Вот такое ощущение, что просто все эти дни все просто валится из рук, если откровенно сказать. Но все равно жить надо, и надо нам, значит, продолжать те дела, что мы делали вместе. Ну, очевидно, мы это и будем делать. Валерия Ивановича Чептынова я знаю очень давно, начиная с периода работы секретарем обкома комсомола. Считаю, что человек очень эрудированный, очень талантливый и, на мой взгляд, был хорошим руководителем Республики Алтай. Вместе со всем нашим народом Республики Алтай я выражаю свои искренние соболезнования не только семье и родным, вообще всем жителям Республики Алтай, потому что в лице Валерия Ивановича, я считаю, мы потеряли крупного руководителя, хорошего организатора и человека, который видел перспективу развития республики. Я думаю, что меня поддержат не только члены моего коллектива, но и все учительство республики, с которым мы контактируем, с которым мы работаем изо дня в день. Я выражаю еще раз искреннее сочувствие всем родным и близким, семье и всем тем, кто сегодня переживает такую глубокую утрату. Город аймақтарда оншаманылар еңсейшкен Алтайдың ойғорулы башқаруның председателі Валерий Иванович Чептыновтың мүмкізі шығарылды. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня день траура. На территории всей республики приспущены государственные флаги. День похорон председателя правительства Республики Алтай Валерия Ивановича Чептынова. В адрес Ел-Курултая, правительства Республики Алтай, родных и близких и всего народа Республики Алтай продолжают поступать десятки телеграмм с соболезнованиями практически со всех регионов России. Сегодня поступила телеграмма от мэра Москвы Юрия Лужкова. От имени мэрии, правительства Москвы и москвичей выражаю соболезнования вам, жителям Республики Алтай, в связи со скоропостижной кончиной председателя правительства Республики Алтай Чептынова Валерия Ивановича. Прошу также передать наши соболезнования родным и близким покойного, мэра Москвы Юрий Михайлович Лужков. Поступила телеграмма от председателя Верховного Хурала Республики Тыва Бичилдея. Верховный Хурал Республики Тыва выражает глубокие соболезнования народу Республики Алтай в связи с безвременным уходом из жизни главы Республики Алтай Валерия Ивановича Чептынова. Валерий Иванович был одним из наиболее активных, ярких сенаторов Совета Федерации, настойчиво, целеустремленно отстаивал принципы подлинного федерализма, был богато одаренным человеком, пользовался глубоким уважением коллег и знавших его людей. Понесенная утрата невосполнима. Мы обращаемся со словами поддержки семье Валерия Ивановича, родным и близким. Мы понимаем всю горесть и тяжесть вашего положения, разделяем его вместе с вами. Председатель Верховного Хурала Республики Тыва Бичилдей. Поступила телеграмма от губернатора Московской области Тяжлова. Примите искренние соболезнования по случаю преждевременной кончины председателя правительства Республики Алтай Валерия Ивановича Чептынова. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Поступила также телеграмма от первого заместителя секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Митюкова. Выражаю глубокие соболезнования по поводу безвременной кончины Валерия Ивановича Чептынова. Светлая память о Валерии Ивановиче, как о добром человеке, умном политике и друге, навсегда сохранится в сердце. Первый заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Митюков. Также поступили многочисленные телеграммы со всех регионов России. Поступила телеграмма от президента Кабардино-Балкарской республики Кокова, Государственной думы Ямало-Ненецкого автономного округа
Думы Таймырского, Долгана, Ненецкого автономного округа, губернатора Тульской области Стародубцева, Российского союза промышленников и предпринимателей, администрации Агинского Бурятского автономного округа, Тюменской областной думы, исполняющего обязанности председателя Центра избиркома Российской Федерации Фомичева, епископа Барнаульского и Алтайского Антония, командование военно-космическими силами России, от Российской академии наук, администрации Иркутской области, председателя Чеченской областной думы Вишнякова, от думы Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, губернатора Ставропольского края Черногорова. Также поступили телеграммы от военных округов, научных центров, общественных движений и организаций, и также много-много других телеграмм. А сегодня тысячи горожан, жителей республики и представителей делегаций от регионов Сибири и России провожали в последний путь Валерия Ивановича. В городском доме культуры с 11 часов утра семья, родственники, горожане, представители районов, республик, многочисленные делегации, коллеги по работе прощались с Валерием Ивановичем.
Сейчас тут постойте, положите. Затем в 2 часа дня траурная процессия двинулась по направлению к зданию Ел-Курултая и Дома правительства, в котором Валерий Иванович проводил рабочие дни и ночи в последние годы.
Сделав остановку у Дома правительства, похоронная процессия проследовала на кладбище. У могилы перед захоронением состоялся траурный митинг, в котором выступали коллеги Валерия Ивановича, работавшие с ним бок о бок последние годы, земляки, представители делегаций из соседних регионов и федеральных органов власти, представители различных движений и организаций. Подробную трансляцию похорон председателя правительства Республики Алтай Валерия Ивановича Чептынова смотрите в программе государственной телерадиокомпании «Горный Алтай» 15 августа, 20 часов 10 минут местного времени.
Прощалась с председателем правительства Валерием Ивановичем Чептыновым. А сегодня мы предоставляем вашему вниманию видеоматериалы, отснятые во время траурной церемонии в Центральной клинической больнице города Москвы, в аэропорту города Бийска, сами похороны горно-алтайские и обращение к народу главы республики Владилена Владимировича Волкова, которую мы записали сегодня утром. 12 августа в Москве в траурном зале Центральной клинической больницы состоялся траурный митинг, посвященный памяти Валерия Ивановича Чептынова. В этой больнице было сделано медицинское заключение смерти Валерия Ивановича. Судя по врачебному свидетельству от 11 августа, смерть Валерия Ивановича Чептынова наступила от заболевания сердечно-сосудистой системы. Острая сердечно-сосудистая недостаточность, атеросклеротический коронарный кардиосклероз, ишемическая болезнь сердца. На прощальном мероприятии присутствовали более 200 москвичей, представители администрации президента, вице-премьер правительства России Рамазан Абдулатипов, министры, руководители государственных комитетов, департаментов столицы. К собравшимся с речью о жизни и деятельности Валерия Ивановича Чептынова обратились Нездилов Михаил Захарович, первый заместитель председателя правительства Республики Алтай. Республика Алтай понесла тяжелый удар. Ушел из жизни большой человек. Все, что сделано в бывшей Алтайской автономной области, а ныне Республике Алтай за последние 20 лет, связано с именем этого человека. Всю свою рабочую энергию Валерий Иванович за короткий срок своей жизни отдал военной цели сделать свой народ счастливым, Российскую Федерацию единым и могучим государством. Валерий Иванович любил людей, и они ему платили тем же. Вот и сегодня все мы собрались, чтобы с ним проститься. Право митинг, посвященный памяти Валерия Ивановича Чептынова, объявляется открытым. Передонов Юрий Алексеевич, глава Республики Коми. Владимир Аполлонович Никитов, руководитель аппарата правительства Российской Федерации. Николай Григорьевич Коренев, заместитель начальника департамента правительства. Российской Федерации Виктор Степанович Черномырдин. Телеграмма направлена руководителям республики. От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю народу Республики Алтай искренние соболезнования в связи с безвременной кончиной председателя правительства Республики Алтай Чептынова Валерия Ивановича. Всякая другая деятельность Валерия Ивановича была неразрывно связана с Республикой Алтай. Он прошел большой путь от зоотехника до руководителя современной республики в составе Российской Федерации. На таком посту находился, все его знания, большой практический опыт были направлены на дальнейшее социально-экономическое развитие Республики Алтай, на улучшение жизни ее народа. При его непосредственном участии Алтайская автономная область была преобразована в Республику Алтай, принята Конституция Республики. Его отличали знания дела, скромность, отзывчивость и беззаветная преданность народу, которому он служил. Светлая память о Валерии Ивановиче Чептынове навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаю глубокие сочувствия родным и близким Валерия Ивановича в связи с его кончиной. Председатель правительства Российской Федерации Виктор Степанович Черномырдин. Виталий Федосеевич Парфенов, советник аппарата правительства.
талантливый живот, невероятной скромности, богатейшей и старейшей культуры, огромного интеллекта. Вот все эти качества своего народа как раз и воплощал этот удивительный человек, глава этой республики длительного времени, последнее время возглавлявший правительство Республики Алтай, Валерий Иванович Чептынин. Мы близко сошли друг с другом лет 12 тому назад. По вопросу каждый из нас стоял по разную сторону баррикад по проблеме строительства Иркутской ГЭС. У него была своя позиция, у меня была своя позиция. И вроде и та, и другая позиция в какой-то степени отражала интересы этого алтайского народа, которые мне тоже были не безразличны тогда. Но вот эти длительные контакты, в конце концов, из двух людей, контрактующих между собой, превратило нас в друзей. Причем я действительно понял, что это редкий человек и по натуре, и по обхождению с людьми, по своему интеллекту, по своей корректности, по отношению к людям. Он всегда знал, что надо делать в какую минуту, что надо делать. Вот это было его совесть. Он был величайший дипломат. Конечно, 50 года это срок жизни. Это очень мало. Особенно для человека такой величины. И поэтому отсюда вся боль и вся величина утраты для алтайского народа. Он ведь малочисленный, да, всего их 80 тысяч, но Алтае там проживает 50. И, конечно, это потеря просто невосполнимая. В четверг, когда Валерий Иванович придут к земле, личность его уйдет в историю этого народа. Я уверен, что память о нем у этого народа сохранится навсегда. Так же, как она сохранится у всех, кто здесь присутствовал сегодня, и кто знал его или короткое, или длительное время. Жизнь идет, дела надо делать, проблем в городе Алтае очень много. Надо продолжать то, что начал Валерий Иванович, не вешать голову, а делать то, что делал Бог. Жив будет памятью, и будет он Господней памятью. Пусть муку. Гублий Вячеслав Анатольевич, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям. Здоровья по
62 года уйти из жизни, это, конечно, кратчайший, очень короткий срок, и надо принимать все силы, и вот всем нам, которые занимаются этими программами, прилагать все усилия для того, чтобы, в общем-то, народ достойно мог прожить и увидеть действительно свой цветущий уголок Республики Алтай. Пусть и это да будет. Слово секретарю Валерия Ивановича представляется главный будущий студент. Страшно сознавать, что среди нас больше нет Валерия Ивановича. Для нашей земли, Алтая, для всего алтайского народа, это невосполнимая правда. На митинге также присутствовали Тяжельников Евгений Михайлович, бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ, представитель Комитета по Северным районам России Андрончик, Знаменский Юрий Степанович, бывший первый секретарь Горно-Алтайского обкома КПСС, а также сотрудники представительств республик, краев и областей при президенте России. Работники представительства Республики Алтай в Москве подготовили и провели всю необходимую работу для прощания москвичей, всех тех, кто знал и работал с Валерием Ивановичем.
А 13 августа утром гроб с телом покойного был доставлен спецрейсом в самолете в аэропорт города Бийска, где его встречали сотрудники Эл-Курултая, правительство и общественность. Да, жизнь вот такая. Александр Васильевич, вот таким образом и в машину, ноги у вас. Сейчас. Ты поднимись. Затем он был доставлен в Горно-Алтайск домой. А вчера состоялось всенародное прощение с Валерием Ивановичем Чептыновым. В городском доме культуры с 11 часов утра семья, родственники, тысячи горожан, представители районов республики, общественность, многочисленные делегации, коллеги по работе пришли проститься с Валерием Ивановичем. Затем в 2 часа дня многолюдная траурная процессия двинулась по направлению к зданию Эл-Курултая и Дома правительства, в которых Валерий Иванович проводил в последние годы большую часть суток.
На новом кладбище у могилы перед захоронением состоялся траурный митинг, в котором выступали коллеги Валерия Ивановича, работавшие с ним бок о бок последние годы, земляки, представители делегаций из соседних регионов и федеральных органов власти, представители общественности, различных движений и организаций. Дорогие родственники, Александра Куйруковна, Антонина Иосифовна, Алексей, Андрей, Валентина Ивановна, близкие Валерия Ивановича Чептынова. Уважаемые земляки, друзья, товарищи, в расцвете жизненного пути на 53-м году в заботах, делах, в надежде перестало биться сердце Валерия Ивановича Чептынова. Весь его жизненный путь от зоотехника до большого государственного деятеля и как комсомольского, партийного руководителя республики, и как главы республики Алтай, а затем председателя правительства, и как члена Совета Федерации, это путь верного служения своему народу Республики России. Нет с нами Валерия Ивановича, обаятельного, талантливого, мудрого, как его любовно называли коллеги в России, вождь. Человек, который воплощал в себе все лучшие качества гражданственности, гуманиста, национальной самобытности. Ему в сложнейших условиях реальной жизни были всегда присущи терпение, оптимизм. Как он говорил, служение Родины не терпит суеты, но при этом оставался волевым, трудолюбивым, широко эрудированной личностью, спокойным, уравновешенным, добрым семьянином, поэтом и тонким рассказчиком. Самое великое наследство, которое оставил Валерий Иванович, это дружба народов, национальное согласие, доброжелательность, отзывчивость к людям, умение сопереживать их заботам, отдавать всего себя их интересам. Самая добрая память о нем – наши дела. Чтобы все, что он задумал, делал со своими коллегами-членами правительства, депутатами Государственного собрания, а он был на этапе крупных практических решений в экономических вопросах, становлении и развитии государственности в Республике Алтай, взять и довести их до конца, наполняя новыми добрыми делами, а значит для блага республики, ее многонационального народа, а значит для нашей любимой России. И я, как глава республики, приложу для этого все свои силы, знания и опыт. У него много друзей и последователей. Светлая память о Валерии Ивановиче Чептынове на многие годы сохранится в сердцах тысяч людей с благодарностью и преклонением. Он достойно прожил земную часть жизни. Достойно. Все наветное сгинет. Он верный сын алтайского народа. Траурный митинг памяти в связи с кончиной председателя правительства, члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, депутата Республики Алтай Валерия Ивановича Чептынова объявляю открытым. Слово предоставляется Михаилу Захаровичу Гнездилову, первому заместителю председателя правительства нашей республики. Дорогой Валерий Иванович, дорогие родственники и соотечественники, простое человеческое сознание пока не в состоянии соизмерить ту утрату, которую мы понесли. Скончался большой человек. Все, что было сделано в бывшей Горно-Алтайской автономной области, а затем в Республике Алтай за последние 20 лет, связано с именем этого человека. Валерий Иванович был руководителем крупномасштабным. Все, кто долгие годы с ним работал,
Для них слово Валерия Ивановича являлось законом, независимо от того, находясь в какой должности он это говорил. Потому что его решения были продуманы, взвешены, авторитетные. Он умел видеть перспективу и глобально мыслил. Одним из таких вопросов, его целью его жизни была Катунская ГЭС. В народе уже давно ее называют Чептыновской. И можно не сомневаться, что эта ГЭС рано или поздно будет построена. И она будет называться его именем. Мне было дано очень трудное поручение принять тело и сопроводить его на родину. Сомнений в диагнозе быть не может. Остановилось сердце от той огромной нагрузки, которую он нес. Врач, с которым я беседовал, сказал, он мог бы жить еще долго, если бы вовремя ходил в отпуск и немножко подлечивался. Валерий Иванович не делал этого, потому что ему всегда было некогда. Валерий Иванович любил людей, и люди ему платили тем же. Поэтому наша любовь к Валерию Ивановичу, наше уважение, я думаю, станет тем самым памятником, который он о себе оставил. Прощай, дорогой Валерий Иванович. Уважаемые родственники, дорогие товарищи, сегодня мы прощаемся с безвременно ушедшим от нас нашим другом, товарищем Валерием Ивановичем Чептыновым. Вся его жизнь неразрывно была связана с делом служения народу. Вся, именно вся. Мы с ним знакомы очень давно. Еще с лет, когда он начинал свою первую настоящую серьезную работу в Кош-Агачском районе, еще тогда бывшей Горно-Алтайской области. И уже тогда проявилась его мудрость, человечность, желание сделать лучшее и отдать все свои силы на благо. Конечно, горечь сегодняшней утраты, тем более утраты о безвременно ушедшем человеке, который мог бы еще долго жить и сделать очень многое для своей республики, на благо всей России, безусловно, трудно разделить такую горечь. И поэтому я от имени Совета Федерации, от имени всех сибирских территорий, входящих в Ассоциацию Сибирское соглашение, от имени Алтайского края всех его жителей, выражаю глубочайшее соболезнование семье Валерия Ивановича, всем жителям Республики Алтай, и надеюсь, и сделаю сам, что возможно сделать, чтобы все начинания и дела Валерия Ивановича были продолжены. Прощай, Валерий Иванович, пусть земля будет пухом. Дорогие друзья, маленькая республика Алтай и большая страна под названием Россия потеряла в одночасье замечательного человека, с именем которого много людей связывало свои надежды на будущее. И это не просто красивые слова, и это не просто потому, что в такие минуты, когда мы прощаемся с ушедшим от нас человеком, нужно говорить хорошие слова. Нет. Это просто потому, что Валерий Иванович Чептынов был действительно выдающимся государственным деятелем. Вот так случилось, что Валерий Иванович первым в новейшей российской истории, первым среди действующих руководителей регионов России ушел из жизни, ушел от нас, но он и первым же оставляет о себе прекрасную, красивую страницу в этой российской истории. Он, как лидер республики, как член Совета Федерации, как депутат Республики Алтай, как человек, беззаветно отдававший себя работе и принявший смерть на посту. Все слова горечи, боли
изложены в телеграммах в адрес народа Республики Алтай от президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина, от председателя правительства России Виктора Степановича Черномырдина. И я уверен, что светлая память о Валерии Ивановиче Чептынове сохранится надолго в сердцах тех, кто работал с ним, сохранится в сердцах и душах тех, кто имел счастье жить рядом с ним. Пусть земля ему будет пухом. Так провожали в последний путь Валерия Ивановича Чептынова, человека, который более 20 лет на руководящих постах отдал себя служению народу. У него остались 78-летняя мать Александра Куйруковна и семья, для которых он был любящим сыном и отцом. Народу Алтая понесли невосполнимую утрату. Люди по-разному восприняли весть о его смерти, но ясно одно – со временем мы осознаем всю горечь утраты и по достоинству оценим его личность. Его имя и вклад в деле становления Республики Алтай навсегда останется в истории Горного Алтая.